После завершения ледохода по всей Якутии начнется навигация. И буквально накануне состоялся брифинг при участии министра транспорта республики Семена Винокурова по вопросам организации навигации в этом году. О планах и возможностях в материале Виталия Абрамова. В верховьях Лены навигация началась еще 4 числа. На территории республики путей создали пока участок Витим-Ленск. Река Амга быстро мелеющая, поэтому она уже готова к навигации. И первые суда уже двинулись в ту сторону из порта Осетрова. Планируется ввести в эксплуатацию 718 единиц флота и портальной механизации. Из них на сегодня техническая готовность 451 судно. Это 67% от плана. Вот флота идет по графику. Для нужд республики и промышленности планируется завести и перевести порядка 3 миллионов тонн грузов, что почти на 800 тысяч тонн больше предыдущей навигации. Уголь 386 тысяч тонн, нефть 106 тысяч тонн, газоконденсат 12,5 тысяч тонн, нефтепродукты 553 316 тонн, метанол 1900 тонн. Продовольственные товары 4493 тонны. Паромы у столицы республики начнут курсировать, начиная с этих выходных. А пассажироперевозки начнутся с 25-26 мая. Все зависит от ледовой обстановки. На субсидирование социально значимых маршрутов из бюджета республики предусмотрено 25 миллионов рублей, в том числе и на севере Якутии. Приобрели 2 катера в прошлом году для Усянского района. Это по направлению Усть-Куйга, Казачье, Нижнеянск и Усянск. Вот по этим направлениям также у нас вот эти 2 катера будут курсировать. Ну и в этом году мы приобретаем 4 единицы скоростных тоже катеров для муниципальных образований на сумму 29 миллионов рублей. Также открывается навигация для маломерных судов в Алданском, Амгинском, Чурапчинском, Мирнинском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Ленском и Алекминском районах. Катера и лодки начнут ходить уже с 20 мая. Для остальных улусов только с начала следующего месяца. С 1 июня в центральных, заречной группе районов и городе Якутске. С 10 июня в северных районах. Судоводителям необходимо строго выполнять правила пользования маломерными судами на водоемах Республики Саха-Якутия, правила плавания и наличие спасательных средств обязательно. Тем временем уже завтра в Якутском речпорту встретят первое судно из Усть-Кута с грузом пиломатериалов. Навигация началась. Виталий Абрамов, Иван Семенов, Батый Горохов, НВК Саха, Якутск.